Так, Юлия Махо. Ассаламу алейкум, добрый вечер, рад вас приветствовать. Сегодня 13 июля 2020 года, с вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити. Так, эхо идет. Началось в колхозе утро. Так, есть ли эхо? Эхо есть ли? Захватываю камеры. Есть эхо, есть. Я тут уже что-то меняю. Раз. Валейкум салам. Чего шевик марсовой. Чуть эхо. Комнат. Есть его что-то. DQ. Вот сейчас. А есть эхо. Говорит. Есть. Да, эхо есть. Эхо есть. Устройство воспроизведения. А теперь есть ли эхо? Раз. Давайте проверим связь. Раз. 2. Есть ли эхо? Есть. Раз. 2. Нету, говорит. Аслан ложь, говорит, нету. Аслан ложь, есть чуть. Так, 10 на 10. Чинго. Так, 10 на 10. Вот, все. Отлично. Я с Богом за. Ассаламу алейкум. Приветствую вас. Сегодня у нас будет очень интересный стрим. Сегодня очень много информации. И я вас не часто прошу о чем-то, да, приходится все делать самому. Но в этот раз я буду просить, и это будет очень долго. Мы должны писать обращение к депутатам. Уже люди включились, очень так, я доволен вообще, то, что столько людей включилось, подключается. И это нам необходимо. И об этом я, конечно, чуть попозже скажу, мы об этом будем говорить. Так, Ибрагим Х. говорит, опять есть эхо. Алиш Ибрагим Х. Новый вой. Может, у него что-то проблемы с этим? Нету. Так, говорит. Так, эхо чуть есть. Знание, Маш, эхо чуть есть. А теперь есть эхо. Я цунам эхо, я цбу. Хинтюй эхо, звук кюй, хезисо, гойсо. Слышно меня? Так, теперь нет, говорит Ибрагим. Нет, теперь нет. Все отлично. Ну, посмотрим. Так, вот все нормально. Так, отлично. Перфект, говорит Тор. Все отлично. Всем рад, всех рад. Вот я смотрю, у нас наши старые, которых давно не было, зашли сегодня. Так, наши грузины на месте, наши крымские татары на месте. Так, украинцы на месте, тоже наши. Так. Так, чеченский след, рязанский сахар. Аслан, во Франции праздник взятия Бастилии, 14 июля. Это немного усложняет поиск депутата, но это продлится один день вроде бы. Это вообще не проблема. Письмо отправляете, и оно там у него в канцелярии будет лежать, и он обязан на него ответить вам. Но об этом сейчас еще поговорим. Так, Анзорино на месте, Чингов. Все, короче, в сборе. Так, Анзорино, Хабаровск бунтует, говорит. Евгений, Аслану Шламот. К микрофону просто близко не приближайся и не будет фонить. Да дело не в микрофоне, мне кажется. Так, Руслан Абуду, Аслан, как поживаете? Отлично, Руслан, спасибо, все хорошо. Как найти Машволь, Машалхиль, как найти Машволь? Волкок, ассаламу алейкум, мокш, Машволь, Аслан, дик гушву, дик хешву, да, мула, дирейсуру, алейкум салам. From the Mountain. Название стрима так понравилось, грех было не зайти и не поздороваться. Дякую.
как говорят наши братья, друзья, братья украинцы. Будем надеяться, что Хабаровск будет началом. Да, давайте пару слов про Хабаровск скажем. Да, конечно же, вышло для маленького Хабаровска огромное количество людей. Но подумайте, почему они вышли? Они вышли из-за того, что их страна уже там 7 лет бомбит беспощадно Сирию? Нет. За то, что она там детей убивает, женщин, просто устраивает тотальный геноцид просто. Нет, не поэтому. Может быть, потому что их страна напала и убивает братьев украинцев. Да, уже 14 тысяч человек убили, забрали чужую территорию, часть чужой страны. Нет. Устраивала геноцид в Чеченской республике Ичкерия и установила диктаторский режим. Нет. Может, из-за того, что Грузию бомбили? Нет. Почему? Потому что задержан один из главарей, назначенный там на должность губернатора, которому предъявили убийство 15-летней давности, там, даже может быть больше, по-моему, 18-летней, 16-летней давности. Все, что вам нужно знать о протестном настроении в России. Вот и все. Жириновский говорит, что он не берет взяток. Вы вообще верите, что кто-то не берет взятки? Да, может быть, не в таких масштабах, может быть, он оппозиционер Путину, но он ни в коем случае не оппозиционер этому режиму фашистскому. Я вам сейчас одно видео покажу. Оно очень наглядно демонстрирует. Наглядно, если я его сейчас быстро найду, да, вот оно. Его не обязательно как бы даже смотреть, можно его послушать. Давайте. Идет митинг, Хабаровск. Есть такой журналист Алексей Романов. И этот Алексей, везде, где протестные акции, он там бывает. И молодец, скажем так, респект. Он сперва уехал, ему было опасно, уехал из России, но почему-то вернулся. Значит, не так сильно было опасно. Но это не важно. Давайте посмотрим, что они тут говорят. Это буквально займет там пару минут, и вам все станет ясно. Сколько дворцов все его приближенные, и он сам в том числе. Поэтому один появился Фургал честный. Честный, Фургал честный оказался. Конечно, будем за него биться до последнего. Никогда не голосовала за Путина. Вот, подождите. Вот, самый интересный момент. Бабуся, вот смотрите. Вот эта бабуся, она идет, и ей Романов задает вопрос. И она отвечает. Как, наверное, плохо, конечно, слышно, звук слабый, но попробуйте. Никогда не голосовала за Путина. После его фразы «замочим чеченцев в сортире», потом он обнимается с ним. Я считаю, это куча лжи. Ну будем, то не будем. Вы слышали? Она говорит, что она перестала голосовать за Путина после того, как он сказал «замочим в сортире», значит, первый раз она голосовала. Перестала, это значит, первый раз она проголосовала. Первый раз она перестала голосовать, потому что Путин сказал «замочим в сортире». Она голосовала, он стал президентом. И через какое-то время он начал с Кадыровыми, там, и с коллаборантами, с предателями обниматься, как она там говорит. И после этого она перестала голосовать. Вот все, что вам надо знать о вот этом протестном настроении. Эта бабушка, она четко дает разъяснение, что потому что он их не домочил, вот именно из-за этого она перестала за него голосовать. Вот какие там люди собрались. Фургал ни один, я не говорю за губернаторов, я не говорю там за каких-нибудь глав администрации. Вы все знаете, кто жил в России, кто жил сейчас по времени под оккупацией Чеченской республики Ичкерия. Ну и слышите, как все там происходит. Вы все прекрасно знаете, что нет ни одного, кто не берет взятки.
Я со всей ответственностью заявляю, что в московских судах нет ни одного судьи, ни одного суда, который не берет взятки. В судах есть люди, специальные люди, такие прокладки их называют, которые между судьей и человеком, который хочет решить свои вопросы, встают. Так вы верите, что губернатор дорос до губернаторского кресла, состоял ЛДПР в партии, в которой состоит, например, Луговой, который убил Литвиненко при помощи радиоактивного полония. И так далее, и так далее. Там бандиты, ФСБшники и другой там криминал. Ну, это, в принципе, одно и то же. Состоит вот этот криминал. И этого человека назначают на губернаторское там кресло. Потом он, у них там с Путиным рамс, они там с Единой Россией, там, обычный передел сфер влияния. И его снимают с должности, вспомнив его старые грешки. Статья ужасная. Не одно убийство, там ему несколько убийств ему предъявляют. И после этого кто-то говорит, там какой-то митинг, там русские выходят. Не выходят русские на митинги, не выходят. Если урезать там пенсию, сделать там что-нибудь такое, тогда выйдут. Но они не выйдут за серьезные вещи. Как они сейчас вышли, их вывела партия ЛДПР, которая имеет большое влияние там в этом Хабаровске, по всей видимости, раз губернатор их. Также они скажут, все, больше не выходим. И нет лидеров, нет желания. И это можете не надеяться зря. Ни Хабаровск не станет этим таким катализатором, который по цепной реакции пойдут эти события дальше. Нет, не пойдут. Россия будет загнивать, пока они между собой, там, как сейчас они грызутся, не замочат Путина. Или не прилетит со стороны Турции или со стороны другой американской, с Грузии, например, или с Польши, или еще откуда-нибудь. Дрон, который решит вопрос и совершит акт справедливости, который спасет много. Но хотя Путин все это всего лишь один человек. Поэтому не особо не надейтесь. Так, давайте почитаю ваши вопросы. Так, салам, Аслан говорит, Эд Мамед, салам, Аслан, приветствуйте. Салам, Мамед, Эд. Салам. Так, чеченский след, рязанский сахар. Дайте справку, что мне нужна справка. И каждая справка не бесплатная. Коррупция в Рашке занимает первое место среди стран всего мира. Я не прав, абсолютно ты прав. И заканчивая ту тему про суды и так далее, вы все знаете, кто такие российские гаишники. Эти гаишники на земле, которые стоят, на дороге, которые стоят, которые берут взятки, их заставить не брать взятки, или чтобы это было там, просто редким явлением. Достаточно одного щелчка пальцами. Просто их министр или по ГИБДД главный скажет, нет, мы не берем взятки, и все. Им надо собирать эти взятки, чтобы отдавать делиться своим руководством. В противном случае давно бы всех уже пересажали, и там остались бы просто единицы, которых тоже ловили бы время от времени. Вы все знаете, что все менты берут взятки. Я за свою жизнь не видел ни одного мента, гаишника, который не вымогал деньги. Или если бы, в крайнем случае, если он не вымогает, то если ему кто-то предлагает, то он обязательно возьмет, чтобы закроет глаза. То же самое касается всей системы, судебной системы, любой другой системы. Поэтому Фургал самый обычный, стандартный российский чиновник. Коррупция это нормально. Но люди вышли, потому что им надоело, они в какой-то прострации, сильная пропаганда и так далее, и так далее. Но эти люди не выходили, когда они убивали. Ладно, чеченцы плохие, мы долго с ними сражаемся, не любят они нас. Ладно, грузины такие же, кавказцы тоже, хоть и христиане, хотя христианства в России практически не осталось, за редким исключением, кто-то еще исповедует эту религию.
Ну, украинцы же, да, братья славяне, там столько смешанных браков, ну, много очень таких связей больших, сильных, долгих. Напали, и никто носом, ну никто, конечно, неверно, да, кто-то повел носом, кто-то как-то выходил на митинги, но это был такой мизер, процентная погрешность, которая, в принципе, не решает вообще ничего. Поэтому спасать Фургала — это не наша тема. Так, давайте, напоминает Чинхо, добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Так, давайте дальше. Ангел небес, знание марша, лунный свет, как найти, всегда рад видеть. Так, это не мне. Так. Давайте я чуть-чуть перемотаю. И перейдем к вашим вопросам. Давайте начнем с Адама Грузинского. Ну, давайте, Гелы у нас давно не было. Гела Капутадзе. Аслан, мне интересно, допустим, Ичкерия стала независимым государством. Как вы думаете, Тавиват экономика. Думаете, Тавиват экономика, когда нет дорога на остальной мир. Тем более мировой экономики бешеная конкуренция. Гела, ну да, конечно, вы правы. У нас мы с Россией окружены практически полностью, но не полностью. У нас есть 80 километров границы с Грузией. Грузия давала нам согласие, мы строили дорогу, началась вот эта вторая война русско-чеченская, и строительство остановлено. Грузия перестала, после того, как русские оккупировали нашу страну, Грузия отказалась от этого строительства и не хотела строить ее с Россией. Со свободной Чеченией она хочет, а вот с российской оккупированной Чеченией, ну, то есть с Россией, она не хочет. И совершенно правильно делает, потому что через нее пойдут танки. А вот более того, есть еще воздушное пространство, мы будем, конечно же, наверное, будем развивать воздушный флот. И есть надежда, что ну, когда-нибудь Россия станет более-менее человеческой страной, у нас с ней будет договор, и можно будет что-то как-то решать и с Россией. Более того, через Чечню проходили нефтепроводы, и как бы Россия тоже нуждается в том, чтобы мы тоже как-то пропускали ее. Ну, не будет. Я согласен вообще ничего с Россией не иметь. Вот это, конечно, это будет тяжело, это будет трудно, но я согласен абсолютно без проблем, мы справимся. Тем более есть границы с Грузией, когда мы можем с грузинами, мы всегда в хороших отношениях были, есть и будем. Я на это очень надеюсь. Адам Грузинский. Аслан, русский Иван не ведет на кровавый бунт, пока не почувствует голод и водку не сможет купить. Вот она, загадочная русская душа. К сожалению, да. Ибрагим, почему Турция не добивает в начальном ритме Хафтара халифу из-за Египта? Египет не может освободить свою землю от тагильского государства. Я не знаю. Ибрагим, большому сожалению, я не знаю. Так. Тор, перестаньте надеяться, что они в один прекрасный день осознают свои ошибки. Это потомки крепостных никогда ничего не поймут. Это конченый народ. Ну, насчет конченый народ не будем говорить, но то, что это потомки крепостных и коммунисты продолжили тоже рабство. Вообще крепостное рабство — это такое интересное такое название. Крепостное право, да? Право, какое может быть у раба право, да? Или там, например, право тумбочки, или право шкафа, шкафное право, право люстры, люстренное, лампочное право, да? Никакого права у них не было ни в советское время, ни в царской России. Сейчас более-менее они как бы получили эти права, свободу в какой-то степени в начале 90-х. Но они предпочли вернуться, и вот сильная рука, КГБшники ими управляют, ну вот это их устраивает. Это
это ужасно на самом деле, это печально, ужасно, но такая действительность, да, это такие люди. Так, там система поставлена так, что невозможно не брать взятки. Абсолютно верно, Ричард Лео, потому что если ты не берешь взятки, ты не продвигаешься. Ты же для того, чтобы занять пост, должен забашлять, да, как говорится, да, должен дать денег. Ну, мы все это знаем, прекрасно мы это знаем. Мы до сих пор живем в информационном российском, русском поле, и мы прекрасно понимаем, что ничего там не изменилось. Так, Алды, как Путин скажет, цит, сразу митинг рассосется. Ну, там, знаешь как, Алды, не совсем так, что вот, это они против Путина на самом деле, да, их человека задержали. Видели, Жириновский говорит, вот там мы им конституцию дали, они взяли и нас начали скручивать, там, крутить и так далее. Об этом Федоров и через Путина, Путин через Федорова заявлял, что мы будем зачищать и будут зачищать. Помните, была такая организация, там читали, наверное, была организация «Смерть шпионов» называлась. Эта организация была очень такая элитная, КГБшная такая организация убийц. Они обвиняли кого угодно в шпионаже и убивали, расстреливали массово. И это ждет Россию. Это ждет Россию. Мы об этом предупреждали, и это ее ждет. Ну, посмотрим. Так, Хамзат Гилаев. Жирику самому не нужна революция в Русне. Сделает ему Путя уступки, и на этом все затихнет. Да, вот абсолютно верно, Хамзат. Путин немного уступит, но у Жириновского-то еще обязательства перед своей командой, да, у него же большая партия, он уже там сколько, 30 лет у власти, и как бы ему надо сказать. Говорить-то он говорит, но делать-то он ничего не будет. Ну, ему что-нибудь дадут, может быть, этого Фургала, ну, посмотрим, может и не выпустят этого Фургала. Обвинения очень серьезные. Убийство двух и более лиц в России карается там высшей мерой, ну, замененной в данное время пожизненным заключением. Ну, расстрел заменен на пожизненное заключение. Илья затухнет, ничего там не произойдет. Так. From the mountain, либо ты раб, либо враг. У русского человека нету друзей. Можно ли такого человека называть человеком, тогда возникает вопрос. И либо ты раб, либо ты враг. И у него нет друзей. Это мне не кажется, что такие люди могут быть. Но по факту русский может быть или сверху, или снизу. На равных дружбы у него, партнерские отношения быть не может. Ну, такая культура, так люди воспитываются. Если вы проявляете к нему уважение, наше кавказское уважение, они начинают вроде понимать, ну, вроде чеченец, вроде опасный такой, ну, вроде шутки не любит. И вроде какой-то уважительный, значит, боится. А за что меня бояться? И начинает там потихонечку, особенно проявляется под этим делом, начинает свои границы расширять. Нет понятия, что границы вот своего навязывания, своего хамства не надо развивать только потому, что тебе позволяют. Ты как бы проявляешь уважение, это тоже не понимаешь. Это факт. Это факт. Это факт. Так, давайте дальше. Взятка самая действенная, русская конституция на все времена, говорит времена. Бердяев, Аргун Басентинов. Да, так было и так есть. Так, давайте, господа, сейчас я вам чуть-чуть подготовил тут небольшие интересные темы. И сейчас мы перейдем к нашей, это основная тема, наша постоянная тема взрывы домов в Москве. Я ее быстро на этот раз не буду много вас утруждать, но очень интересные моменты. И когда ты пересматриваешь эти видеокадры разные, которые тут есть в интернете,
то все новые и новые факты открываешь. Так вот, смотрите. Взрывы домов, 1999 год, сентябрь месяц, Москва. Представитель ФСБ, так называемый Зданович, нам рассказывает, сейчас я вам покажу, и давайте посмотрим, если звук, не получится ли так, что опять у меня где-то что-то тут отключил. Так, сейчас давайте сразу проверим, есть звук или нет. Одну минуточку. Так, и вы мне сразу напишите, если не будет звука, сразу сообщите мне, что нет звука. Да, я вам сообщу. Так, давайте, смотрите, это Зданович. Этот человек, первый человек от ФСБ, который озвучил, что чеченский след, чеченцы связаны, эти взрывы домов связаны с чеченцами, обучались у Хатаба, у Басаева и так далее. Это вот первая озвучка идет вот от этого человека. Этот человек прекрасно знал. И я вам сейчас открою один секрет. Очень интересный момент я тут накопал. И почему Зданович в теме, да, вы сейчас поймете. Потому что не в теме, конечно, вы туда не подключили бы, но смотрите. Сегодняшнего взрыва с обстановкой на Северном Кавказе. Это напрямую связано, естественно, с действиями, которые происходят в Дагестане. Есть звук, скажите, есть звук картинки, вот то, что вы видите, вот видео, есть звук, отлично. Вот, это Александр Зданович, начальник ЦОС, там по связям, короче, центральный отдел связи, что ли, как так называется. 13 сентября, взрывы домой, это уже второй взрыв дома, имеется в виду в Москве. До этого был взрыв в Буйнакске. Объявлено, что наши войска, в общем-то, серьезный перелом наступил, и наши войска уже заняли многие населенные пункты. Поэтому это скоординированные акции, и я не могу это отрицать. И, к сожалению, на сегодняшний день вот те жертвы, которые... Еще раз, смотрите, напрямую связано с тем, что наши войска освободили много населенных пунктов. Это все речь о Дагестане. Какие там много населенных пунктов, о чем он вообще говорит. И он рассказывает, что вот у чеченцев, ну, как бы речь идет о чеченцах, и Лужков об этом говорил, вы видели, и так далее. И вот сейчас вы видите, что происходит. Человек прямо указывает, что это мы виноваты о том, что эти дома взорваны. Внимание, пожалуйста. И связано, естественно, с действиями, которые происходят в Дагестане. Вчера было объявлено, что наши войска, в общем-то, серьезный перелом наступил, и наши войска уже заняли многие населенные пункты. Многие. Поэтому это скоординированные акции, и я не могу это отрицать. И, к сожалению, на сегодняшний день вот те жертвы, которые здесь случились, они подтверждением, что это спланированная акция в продолжение той, которая была в Печатниках. По предварительным данным, мощность взрывного устройства... Так, на этом я вас запомнили, вот это лицо, да? Сейчас я вам его, чтобы вы его еще раз увидели, покажу. Вот, смотрите, запомните эту рожу, да, Зданович. Так, смотрите. Теперь Зданович сидит в студии НТВ, где у них как раз идет обсуждение, что в Рязани уже их спалили с поличными. Смотрите, что говорит Зданович тут. Так и не понял, почему же потребовалось 2 дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Ну, честно говоря, просто это необъяснимо. Именно для того, чтобы посмотреть всю цепочку действий, в том числе и по поиску возможных террористов, поэтому, естественно, мы не объявляли, что это учение. Это нельзя было предупредить, что... Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений, в ходе учений проверялось... Эта передача уже после того, как Рязанский Сахар, да, уже когда задержаны уже, получается, эти террористы из ФСБ, уже отпущены они, вот происходит вот этот диалог. Но смотрите, что он говорит
14 сентября, после второго взрыва в Москве, по факту третий взрыв, третий взорванный дом, что говорит Зданович на НТВ в передаче Татьяны Митковой. Тоже вот это очень важно. Смотрите. В течение суток-двух это спокойно можно было завести и подготовить к взрыву. Он рассказывает, что это быстро можно было сделать, в течение суток-двух завести и сделать взрыв, произвести взрыв. Но он не рассказывает, что для того, чтобы снять помещение, суток-двух недостаточно. Да? Если у тебя есть помещение, то мешки завести, конечно, не проблема. Но это не главное. Смотрите дальше. Она доставляла сюда под видом мешков с сахаром. Еще раз. И подготовить к взрыву. Она доставляла сюда под видом мешков с сахаром. Мешков с сахаром. Одну минутку. Смотрите наверху, видите, вот здесь. Это 14 сентября 1999 года. То есть в Рязани были задержаны 22 числа террористы путинские. И 23 уже начали бомбить окрестности города Джохара, столицы Чеченской Республики Ичкерия. Смотрите, запомнили. 14 сентября. 14 сентября. Он говорит, что террористы завозили под видом мешком сахара. Смотрите. Вы уже, наверное, поняли, о чем я, да? Это уже 23 или 24 сентября, где Патрушев на совещании силовиков, там, слабовиков российских, услышал от Рушайла, что задержаны, и вот он выбегает из зала заседания и сразу журналистам рассказывает. Смотрите. Что не совсем четко сработали, это было учение, там был сахар. Не совсем четко сработали, это было учение, там был сахар. Вот, смотрите, это очень интересный такой момент получается. За дней 10, наверное, до этого представитель от ФСБ говорит, что мешки завозились под видом сахара. И тут они делают учения тоже под видом сахара. Как-то совпадение, не думаю, как говорится. Это их реальная задача была завозить мешки под видом сахара. Так, сейчас вернемся к этому взрыву, где на месте убийства, где они убили людей, вот этот Зданович стоит и нагло рассказывает нам, что мы являемся убийцами их женщин и детей. На сегодняшний день вот те жертвы, которые здесь случились, они подтверждением, что это спланированная акция продолжения той, которая была в Печетниках. По предварительным данным, мощность взрывного устройства на Каширском шоссе могла составить в эквиваленте от 300 до 400 килограммов тротила. Уголовное дело, заведенное по факту взрыва на улице Гурьянова, теперь объединяется с делом о сегодняшнем взрыве и передается в ФСБ, сотрудники которой с сегодняшнего дня переходят на круглосуточный режим. Тем временем спасатели говорят, что уже через несколько часов погибших от взрыва на Каширском шоссе, видимо, начнут считать десятками. Работы близятся к той стадии, когда верхний слой завалов уже снят, и дальше начинается пласт, где тела буквально перемешаны с кирпичами и домашним скарбом. По последним данным, из 126 жителей дома погибшими считаются уже 45 человек. ГУВД Москвы объявил телефоны московского уголовного розыска, по которым правоохранительные органы просят звонить тех, кто может сообщить сведения о проживавших в доме. 298-60 и 293-43. Это позволит точнее определить количество людей, которые могут находиться под завалами. Представители правоохранительных органов просят сообщить любые сведения, касающиеся взрыва. Телефон экстренной информации начал сегодня работать и в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России. Если у вас есть какие-нибудь сведения касательно сегодняшнего происшествия, позвоните, пожалуйста, по номеру 204 89 10 или передайте свою информацию по факсу 204 88 60. Анонимность гарантируется. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Елена Погорелова, которая находится на месте происшествия. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, какие данные о погибших на это? Начали, что 47 человек погибших работы. А хотела бы продиктовать телефон морга, куда свозятся тела погибших. Так, 246 60. Да, мы сейчас дальше уже не будем это смотреть.
Подготавливались террористы, завозили под видом сахара, и оказалось, учения проводят тоже с мешками под видом сахара, и там оказался сахар. Да? И вот кто из них говорит правду? Зданович, который говорит, что мешки под видом сахара завозили, или тот, что Патрушев, который говорит, что это были учения. Получается, Зданович говорит правду, террористы везли мешки под видом сахара, ФСБшники везли гексоген под видом сахара. Он сказал правду, получается. Так. И вот я вам тогда, чтобы... Ну, ладно, это мы оставим, потому что Zeit ist Geld, как говорится. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так. Робин Гуд. Кроме русских, все знают, что это ФСБ взрывали дома, что Путин убийца, просто русские настолько слепы. Робин Гуд. Кстати говоря, знаете, когда эти вышли в Хабаровске и начали кричать «Путин вор», это сразу объясняет, что это управляемый митинг, что им вот эти лозунги, да, там посередине стоят люди, которые организовывают, которые произносят кричалки, и все поддерживают и повторяют эти кричалки. Когда они кричат «Путин вор», у меня складывается всегда впечатление, что они обиделись за то, что с ними не поделились. Но Путин не просто вор. Воры в России все, без исключения. Там может парочка процентов святых найдется. Остальные абсолютные там воры, все полностью. И тогда, если они не кричат «Путин убийца», «Путин террорист», то ФСБ убийцы, ФСБ террористы, то даже слушать этот митинг не имеет никакого смысла. Потому что эти люди одного поля ягоды с Путиным. Так что вот так вот. Так. Леонардо Ричард Лео. Зданович говорит, что завозили под видом сахара. А Патрушев говорит, да, их мы завозили под видом сахара. Но для учений. Речь о взрывных веществах. Да, вот об этом и речь. Но почему-то до этого уже 3 дома взорвано. Вот что проблема большая. Да нет, уже в Рязани это 4 взорвано. Это 5-й был. В Рязани был 5-й дом. И мы не говорим об остальных взрывах. Метро, железнодорожное полотно, электрички взрывали. Во время Первой войны пытались захватывать вертолеты, захватывали вертолеты. Там разные такие вот операции проводились. Поэтому огромное количество было этих взрывов, огромное количество было терактов. Например, когда, по-моему, это в районе Полежаевской было, где-то там вот на этой ветке, где метро выходит на землю, сотрудник ФСБ подкладывал бомбу, тогда это называлось ФСК, это перед началом, по-моему, Первой русско-чеченской войны, взорвался ФСБшник, ФСКшник, тогда это ФСК было, который закладывал взрывчатку на полотно электрички и сам погиб. И потом выяснилось, что это оказался ФСБшник. И таких было случаев много. И русским все равно. Вот в чем вся соль вот этой всей проблемы. И нашлось бы 10 русских, которые готовы умереть за эту правду. Ситуация изменилась бы в корне. Были 2-3 человека, которые там попытались, они были убиты. Но если бы вот 10 людей серьезно собрались бы, мы со своей стороны, с чеченской стороны, оказали бы всяческую посильную помощь. И я, как представитель Международной ассоциации немецкого отделения, готов сотрудничать. Конечно же, не с агентурой, не с засланными там мерзавцами, а с нормальными, честными, порядочными людьми, которые готовы добиваться этой правды всячески.
Так, пойдемте дальше. Асколя, ассалам алейкум, братья ночи. Наши прадеды говорили, что если твой друг русский, то за пазухой держит топор. Салам из казахстанских степей. Ва алейкум салам, Асколя. Да, ну, со смыслом, видимо, было. И кто-то может обидеться, да, и я, опять же, я не говорю за всех русских, да, хотя обобщаю иногда. Но не имеется в виду все русские. Среди русских есть очень порядочные люди. Но давайте возьмем пример. Вот я по чеченцам возьму, да, по чеченцам и ингушам. Все наши мужчины, кто способен был держать оружие в руках, были на фронте. Многие были расстреляны. Некоторые чеченцы отказывались служить, их за это расстреливали. Потому что никто не хотел служить стране, Сталину, которая вот 30-е годы просто вырезала чеченцев и ингушей. Просто всех думающих, образованных, более-менее там грамотных людей, всех вырезали. И кто захочет? У тебя отца расстреляли они ни за что, и ты должен идти служить этой стране, да никогда в жизни, воевать еще за эту страну, да никогда в жизни. Этих людей расстреливали, кто-то там убегал там в горы, еще как-то там партизанил. Но это было очень небольшое количество людей. Но большая часть насильно, как положено, под страхом смерти, были посланы на войну. И все эти мужчины находятся на фронте. 44-й год. Уже в Европе идет война, уже с Советского Союза война вышла, с территории Советского Союза. Уже в Европе нацисты отступают, ситуация просто, дело времени, да, дойти до Берлина и решить этот вопрос. Там просто дело времени. Остается год до окончания войны. Переломный момент. Второй фронт уже американцы открывают. Нормандии уже высаживаются. Договоренность есть. Помощь все время идет. И в это время начинается зачистка ингушей и чеченцев. Их всех сажают в товарные вагоны. Женщин, детей имеется в виду. Как это не подлость? Ты воюешь, я умер бы от разрыва сердца, от переживания. Ты воюешь за эту страну, ты находишься тут, сражаешься там, что-то как-то. И когда ты не можешь их защитить, твои женщины, детей просто убивают. Это никакое, это не ссылка. Ссылка там или депортация, как она называется. Это законное действие, которое принимается в соответствии с законом, насильственное перемещение в соответствии с законом с пункта А в пункт Б, там, группы лиц или там одно лицо, неважно. Мы знаем, отсюда с Европы депортируют, как это происходит. Здесь, конечно, по цивилизованному, но даже если не по цивилизованному, то это законное действие. Весь народ обвиняет в преступлениях, коллективная ответственность, так называемая, которая запрещена, да, и вообще в мире только фашисты ее используют. И вас везут в Казахстан и Среднюю Азию, и в Сибирь не 3 дня на поезде, а везут вас 3 недели. Февральский мороз, вот это в холодное время, Казахстан, степи, холодное время. Приезжаешь, у вас ни еды, ничего нет. Одна лопата на 10 семей. Копай землянку. По периметру стоят солдаты. Никаких документов. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. И так далее. Это же был геноцид под видом депортации. Вот эти 3 недели, пока вы едете, вас все время охраняют. И только успевают останавливаться, стоит, чтобы выкинуть трупы. И вот до Казахстана вот это все усыпано чеченскими трупами, нашими телами, женщин, детей, бабушек, дедушек. Вот что нам делать. И как сказать, вот сейчас Асколи говорит там, что у казахов есть такая пословица: если ваш друг русский, то держи топор за пазухой. Не подходит ли это? Да? Не подходит ли? Не мудрое ли? Да? Кто может возразить против этой мудрости казахов? Да, это так, к большому сожалению, моему большому сожалению. Я бы хотел, чтобы это были другие люди, чтобы мы могли с ними жить, сосуществовать. Мы хотим жить, мы хотим сосуществовать нормально, цивилизованно. К сожалению, так не получается. Так,
давайте я чуть-чуть перемотаю ваши вопросы. Ватник вирус. Коренные народы геноцид устраивали сотни лет. Москва. История России. СМИ РФ. Ложь, вранье. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Евген. Ичкерия слава. Украине слава. Героям слава. Так. Ган Шёдер. Помню, как милиционеры ночи поймали ФСБшника с русского, который подкладывал бомбу под елку. Его избили, отвезли в отдел Ленинского района, и не было возбуждено ни одного уголовного дела. Я не хочу просто все вещи рассказывать, какие я узнаю, но у нас агентура вот во все властные структуры была проникнута. И сейчас нам надо очень аккуратно к этому относиться. Вот эта агентура должна отсеиваться очень сильно. Очень сложная эта задача, но мы это должны делать. Так, давайте дальше. Хамзат Гилат, Аслан, после взрывов они говорили, что там был гексоген. После Рязани в студии этот Зданович начал утверждать, что в московских взрывах не было гексогена. Это для того, чтобы не связывать их с учениями. Да, то совершенно верно, Хамзат, так и было. Фарама, пускай не признают свои преступления, пускай не признают свои преступления, главное, чтобы Международный суд признал. Да, совершенно верно. Нам для этого надо добиваться. Давайте сейчас тогда мы как раз обсудим вот этот вопрос по поводу вот этого нашего обращения к депутатам. Смотрите, я уже заготовил, вот смотрите, много этих обращений. Так, сейчас я вам покажу. Вот одно я возьму, и к нему прилагается конверт. Вот, я вам сейчас все подробно расскажу. Вот само заявление. Вот само заявление. Вот распечатанное заявление. На второй странице, пока вы все этого не сделаете, все, не имеет значения, кто вы, чеченец, не чеченец, пока вы все этого не сделаете, я все равно от вас не отстану. Смотрите, вот это список убитых чеченских людей, которые проживали за пределами Чеченской Республики Ичкерия и России. То, что в России происходило, там в Чечне происходило, в Чечении происходило, мы все прекрасно и так знаем. Вот этот бланк вы можете получить в любом отделении почты, и сюда вы должны будете вписать наверху фамилию, имя, улицу, номер дома и индекс. С другой стороны, вот здесь, вы вписываете, так, видно чуть-чуть, вот здесь, вы вписываете свои данные. С этой стороны вы вписываете данные, кому вы отправляете. В том письме, которое я вам дал, там данные имеются. Также вы можете написать тех, кого вы посчитаете нужным. Может, вы там какому-то другому депутату отправите. Вот сам образец. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот. Здесь указан мой адрес, указан депутат, которому я отправляю. И вот вы дальше смотрите вверх. Вот смотрите. Вот да, в конце, вот здесь, вы внизу, ставите подпись, пишите свою фамилию и дату, число. Все. Складываете вот так в 3 стопки, заворачиваете в конверт, кладете в конверт, так, чтобы вот это имя оказалось вот на открытой местности, вот здесь оказалось.
идете в почту, и я неправильно сказал, когда я в прошлый раз сказал, что это стоит 3 евро, я немного ошибся. 5,5 евро это стоит заказным письмом. То есть, когда вы отправите заказным письмом, вам придет уведомление, что человек, которому вы отправили письмо, депутат в данном случае, получил это письмо. Вот этот бланк, который в почте, вы должны пойти на почту и там это все приклеить. Вот, они сами это приклеят. Вы просто заполняете, с задней стороны это все приклеивается и письмо уходит. Стоит это 5,5 евро. Теперь, во-первых, когда вы отправляете эти письма, которые на имя депутатов, это только маленькая часть. У меня там огромная еще ведется работа, закуплено большое количество конвертов. Мы будем все это распространять, будем везде распространять. Когда вы отправите это, вы наладите связь. Это документ. Если вы отправляете с уведомлением, тогда это уже становится документом. Этот документ вам поможет для того, чтобы в первую очередь вам поможет для того, чтобы вы могли для того, чтобы на суде вы могли защитить себя и сказать, что вот смотрите, здесь на русском языке у меня где-то было, я сейчас вам еще раз зачитаю. Здесь вы обращаетесь, да, уважаемый господин депутат, такой-то, в данном случае я обращаюсь к Мануэлу Сарацину. Я, такой-то, такой-то, обращаюсь к вам по поводу очередного жестокого и циничного своей демонстративностью убийства чеченского беженца Мамихана Умара, Мартин Бек, совершенного 4 июля 2020 года в городе Герасдорфе, недалеко от Вены. Это, вне всякого сомнения, заказное политическое убийство, венчает собой скорбный список жертв среди представителей чеченских диссидентов, павших от рук наемных убийц. Карта политически мотивированных убийств чеченцев, идеологических противников путинской политики на их родине охватывает практически все постсоветское пространство. Турцию, страны Ближнего Востока, а также Восточную и Западную Европу. Несмотря на очевидную причастность к этим преступлениям российских силовых структур и их агентов из числа этнических чеченцев, развернутая до масштабов индустрии физическая ликвидация политических оппонентов до сих пор не получила своей реальной правовой оценки в цивилизованном обществе. Общий тон заявлений сил правопорядка и СМИ по поводу нескончаемой череды заказных убийств чеченских политических беженцев сводится к якобы имеющимся внутриобщинным разногласиям, что само по себе крайне цинично и кощунственно. Аресты и заключения под стражу рядовых исполнителей данных преступлений без обнародования имен реальных заказчиков этой варварской охоты на инакомыслящих, развернутые сегодня на улицах городов цивилизованных стран, не могут остановить кровавую вакханалию безнаказанности. Я, как человек, нашедший в этой стране убежище от жестоких войн, развязанных российским руководством на своей исторической родине, испытываю страх, сегодня страх за себя, за членов своей семьи, а также за своих соотечественников, волею судьбы, оказавшихся в эмиграции. Я обращаюсь к вам, как выразителю воли ваших избирателей, высшим законодательным органам страны, с просьбой озвучить ваше отношение к этой проблеме, рассмотрение которой не терпит каких-либо отсрочек. Буду крайне признателен вам за любые действия, включая инициирование парламентских слушаний по данному вопросу. Что для чеченцев? Во-первых, это абсолютно безопасно. Никто никогда не узнает, что вы написали это письмо. Кроме вас и этого депутата, никто об этом не знает. Это раз. На суде, когда зачитает этот документ, который получил депутат Бундестага, допустим, если это Германия, да, у меня есть выложено и на английском, и на французском языке. Вы здесь четко рассказываете, что вам представляет угроза. В суде это будет иметь просто очень необходимый и грамотно составленный документ, который повлияет на вынесение решения суда. Вы, когда отправляете это письмо, вы должны приложить квитанцию, которую вы получили, когда вы заплатили 5,5 евро, копию перед тем, как отправить, подписали, все сделали, ставите дату, ставите подпись, делаете ксерокопию.
отправляете одну копию с этим депутату, и когда вы отправили, получаете квитанцию. Квитанцию вместе с той копией, которая осталась у вас на руках, вы прикрепляете их вместе и отдаете копию, еще одну копию отдаете своему адвокату. И на суде обязательно это должно быть представлено. Во-первых, это нужно вам лично. Никто об этом не узнает. Когда вы даете интервью на собеседование, да, так называемое интервью, когда вы просите политическое убежище, то тогда присутствует между вами и немецкими властями присутствует переводчик. По моим данным, были утечки информации, когда переводчик выдавал информацию, которую там человек, просящий убежище, сообщал немецким властям. Тут же нет никакого посредника. Уже все переведено, и есть только вы и депутат. Никто об этом не узнает. Это раз. Во-вторых, вам это очень необходимо. Очень будет вам это важно. В-третьих, это поможет, если это приобретет массовость, это поможет остановить высылку всех нас, остановить депортацию чеченцев. Потому что если нас убивают тут, то каково положение там во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Поэтому просто это нужно как вам лично, так нужно и для всех чеченцев, которые здесь проживают. Мне лично от этого ничего не нужно. Друзья, я могу защищать свои права без вот этого и без этого заявления. Даже эти заявления я могу и сам писать, и сам защищать свои права. Это нужно, в принципе, для всех нас. Для всех. Дальше, как это должно работать? Если вы, например, сами отправили, то вы должны попросить там, свою маму, папу, супругу, брата, тетю, дядю, которые тут находятся. Также вы должны попросить всех остальных это написать. И когда мы все напишем, да, как это такой вирус должен произойти. Вы написали, не молчите, не скрывайте эту тайну, расскажите. Как только вы научитесь писать это письмо, а здесь ничего сложного нет, как я вам объяснил, письмо уже написано, достаточно вписать свой адрес, свою фамилию, пойти на почту и отправить. Поставить подпись, поставить дату обязательно, число и отправить. Если мы научимся пользоваться вот этим инструментом, то повысится наша юридическая грамотность. И вот в таком случае мы сможем просто одним решением, садится Саид Амин Ибрагимов перед камерой и говорит: друзья, вот письмо, мы все его должны распространить. И если каждый из нас напишет это письмо, нас здесь 300 тысяч, ну возьмем 100 тысяч у нас взрослого населения, совершеннолетнего населения. 100 тысяч человек напишет в своих странах, 1000 человек напишет в своих странах, не говоря уже о 100 тысячах. 5000 человек, 10 тысяч напишет. Мы сможем продвигать любой вопрос. Понимаете? Что такое парламентское слушание? Мы тут просим инициировать парламентское слушание. Парламентское слушание — это когда собирается в законодательном органе, в парламенте, собираются компетентные лица и обсуждают тот или иной вопрос. Например, связанный вот с убийством Мамихана Умарова, да, Мартина Бека, или как известного блогера Анзора из Вены. Туда обязательно, конечно, в этом случае собираются силовики, это спецслужбы, это полиция, это правозащитники, это активисты, политики. Приглашается чеченская сторона, кто бы это ни был с нашей стороны, приглашается чеченская сторона, и происходит обсуждение. И на этом обсуждении выносится ряд вопросов, которых накопилось огромное количество. Начиная от агентуры, которая сюда засылается, заканчивая там, депортациями, курсами языков и так далее, которые нам сейчас, в связи с тем, что с Сирии очень много беженцев пришло, например, если взять ситуацию в Германии, проблема с предоставлением курсов на обучение там, языка, допустим. И таким способом мы можем защищать свои права. Других способов не существует. Например, те же там дижонские события, которые были. Это неправомерно, неправомочно, неправильно.
и контрпродуктивно. Это во вред нам. Вот такие движения в Дижоне. Далее, у Анзора из Вены, у Мамихана Умарова, было там, 100, 200, 300 тысяч просмотров видео. Где эти люди? Где вы? Вы столько писали комментариев, вы так поддерживали его. Где вы? Почему вы не можете написать вот после его смерти просто из-за уважения к этому человеку? Просто чтобы его смерть не осталась просто так забыта, да, сведя все к внутричеченским разборкам. Он рассказывал ведь не только там про кадыровцев, он рассказывал и про Россию. Россия, кадыровцы это производная. Кадыровцы это производная от России, от их спецслужб, ГРУ, ФСБ. Где вы все люди? Поэтому док дилардуса мануцееш, асхор эфире, я в каждом эфире об этом буду говорить. Вы можете просто выйти, распечатать эти бумаги, они у меня есть на сайте, в разделе сообщества, на канале реалити, в разделе сообщества, на английском, французском и немецком языках. Распечатывайте это. Вот эти 2 листочка с фамилиями погибших людей, тут же есть и Мамихан Умаров, последний из убитых, и вот это на русском, и вот на немецком, французском и так далее. И распространяете, предлагаете всем французам, немцам, пожалуйста, вот смотрите, вот такая у нас ситуация. Вот прочитайте, человек прочитает, и уже тут все ясно, о чем речь. Никакого криминала, никакой угрозы. Это абсолютно законный и, самое главное, очень действенный метод. Шайдел деш малуцееш кунах цахум дейтвай. Кивайга до шумадаться. Нам не воевать не надо, нам никого убивать не надо, нам никого там бить не надо, нам угрожать никому не надо. Нам нужно просто научиться защищать свои права. Если вы научитесь защищать свои права при помощи вот этого механизма воздействия на депутатов, они обязаны вам ответить. Если вы научитесь, вы сможете любые свои права, любые свои проблемы решать именно таким способом. Потому что здесь у депутатов реальная, не как в России, там, да, а реальная власть, реальная сила. И они могут подействовать. Только так мы можем действовать. Более того, это необходимо нам, когда мы построим свое государство, стать юридически грамотными. Когда мы вернемся в свою страну, нам там нужно будет делать то же самое. Писать к своим депутатам, не драться, не бить там, а соблюдать закон и делать то, что делается в рамках закона. Всем понятно все. Я еще об этом буду говорить. Я еще буду снимать видео, распространять голосовые сообщения. Буду переводить на другие языки. На польский язык, например, мне нужно перевести. Также мне нужна помощь молодых ребят, кто проживает в Германии. Например, мне в Германии. Там во Франции, в Австрии, везде нужны люди. Ребята, нужно вот это распространять. Выходите со мной на связь. Я вам помогу распечатать, если нет денег, распечатать эти листовки. Заплачу, распечатаю. Все, что необходимо, сделаю. Куплю конверты. Все, что необходимо, я сделаю. Просто надо довести вот эту нашу позицию до людей. И эти люди должны просто от своего имени поставить подпись и отправить это письмо. Если мы отработаем вот этот механизм нам понадобится всегда. Останутся часть здесь в Европе чеченцев, уедут часть в Чечению или останутся, не имеет значения. Это законные методы защиты своих прав, чему вот мы должны привыкнуть и научиться. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так, Чечня не Россия. Аслан, и цаяздин цунах цавешеги шин депортия ма бюльбель дагдоворду. Да, кстати говоря, если вы отказываетесь это писать, это абсолютно, во-первых, бесплатно, ну кроме 5,5 евро, который будет заплачено. Это абсолютно почти бесплатный способ защитить себя.
с этим документом и квитанцией заказного письма, если вы придете в суд, суд не сможет игнорировать. А еще вы получите ответ от депутата. И его тоже нужно будет приложить к этому письму. Но это потом, когда вы будете получать этот ответ, мне нужно знать, о чем они говорят, чтобы, хотя я тоже отправил и тоже получу. В принципе, наверное, ответ будет для всех одинаковый. Потому что письма у нас у всех одинаковые. Поэтому мы всячески должны, вот это должно приобрести массовость, чтобы нас заметили. И после этого мы решаем свой вопрос. И так мы сможем решать любой вопрос. Понимаете? Любой. Депортация это, там, другие там, те же во Франции вот эта стычка произошла, дижонские события и так далее, и так далее. Мы всегда сможем действовать таким способом. Это обычный стандартный метод решения правовым путем своих проблем. Задавайте вопросы, и я хотел бы немного с вами обсудить. Так. Фильмы и сериалы «Спектр». Эти всемирные сатанисты боятся того, что будет, если чеченцы возглавят русских. Очень сильно боятся. Да нам никого возглавлять и не нужно. Пускай сами себя хотя бы возглавят. Так. Все должны написать, говорит чеченский след. Да, должны все писать. Да, давить направо, говорит, ватники вирус. Только так. Чино, Аслан, дела бу абирик, бог бол, мой дом с краю цабох, да начаться юж, Аллах рейс хулум, массана хулум, дерез. И вы мне должны помочь, друзья. Вот, например, у меня есть постоянные, например, вот нас сейчас смотрит 140 человек. 140 человек, еще там несколько тысяч нас посмотрят. 140, 200, 300 человек – это огромная группа людей. Если мы все загоримся, если у вас есть вопросы, пишите мне, на WhatsApp пишите, под этим видео пишите. Я вам буду отвечать на эти вопросы. Все, что связано с этим обращением. Ничего сложного нет. Вписать фамилию свою, указать свой адрес, поставить подпись и число и отправить. Кроме вас и депутата об этом не узнает никто. Ни адреса, ничего этого. Потом, когда вы получите ответ, вы можете мне сообщить, что он там говорит. Хотя он будет стандартный, и я получу то же самое, поэтому как таковой необходимости даже от вас получить этого ответа нет. Важно, чтобы вы написали этому депутату. 140 человек может, как минимум, уже 140 человек мы можем написать. Эти 140 человек могут заразить вот этой мыслью. Да, еще 3, 5, 10 человек. Это уже 1000 человек. И все, больше и необходимости даже нет. Но самое главное, что все наши права будут защищены. Мы научимся, как это делать. Понимаете? Все, не надо ничего делать. Не надо собираться там где-то идти там драться, биться. Мы обращаемся напрямую к депутатам. И эти депутаты нам говорят, поможем, не поможем. И все. Да, извините, мы ничего не можем предпринять. Такой ответ тоже может быть. Это тоже ответ. Это тоже нам нужно. Мы обращаемся к другим этим депутатам. Сейчас у меня здесь указан, например, Мануэль Сарацин. Ну, таких депутатов, которые защищают права людей, молодых, активных, грамотных, очень много, например, в Бундестаге. Еще несколько фамилий я могу найти. И по ним мы должны писать. И это не должно ограничиться 1-2 днями. Например, вы можете выйти там в Берлине, кто проживает. Выйти и раздавайте просто. Объясняйте. Нас убивают. Но я хочу, чтобы вы отправили вот это письмо от своего имени, если вы согласны. Отправьте это письмо от своего имени на, там, любому вашему депутату. Не обязательно указывать. Вот у меня есть здесь бланк, где не указано вообще ничего. Ну, имя имеется в виду, депутата не указано. Вот здесь вообще абсолютно пусто. Вот здесь. Вот сюда вы можете вот такой бланк распечатать. Я могу его вам высылать на почту. Я что угодно могу для вас сделать. Главное, чтобы вы включились в эту работу. И вы говорите, вы можете написать вот здесь имя, название, имя депутата. И все. Вот здесь надо вписать свое имя. Подпись. Дата, ваша фамилия. Все. Даже здесь я дату проставил. Вот видите, месяц я проставил.
за июль месяц у меня есть много этих бланков. Вот здесь имя, вот здесь пониже, вот имя и подпись, дата. Все. Отправляете, и вы можете просто на улицу выйти и сказать: уважаемые, вот смотрите, у нас такая проблема. Где-то вы работаете, где-то вы учитесь. И много людей откликнутся на это. Нас очень много людей поддерживают. И мы должны этого добиваться. Не обязательно это должны быть чеченцы. А еще раз, не обязательно это даже должны быть коренные жители, там, например, Германии или Франции. Это может быть там те же арабы, другие люди, с которыми вы работаете, учитесь, общаетесь, соседи. Можете отправить хотя бы одно. Каждый вот так добиваться. Нас очень много. При желании мы все это можем делать. Меня посмотрит несколько тысяч человек. Да? Если бы там это не скручивалось, было бы там еще больше людей. Ну, допустим, некоторые находятся в Чечении, некоторые в Украине, в других местах. Это должны делать те, кто проживает в Евросоюзе или там в Соединенных Штатах, в Англии. И мы должны вот сказать, если они не любят они сарацина, да, попался, вот такой пустой бланк, я его могу вам выслать. Вы его любому депутату, даже пускай он будет там прорусским этот депутат, мы отправляем и заявляем о своей проблеме. Просто выйти, напечатать вот этих 2 листа, вот этих 100 штук, 100 вот этих, выйти и вот всем раздавать. Это стоит вообще копейки, это стоит. Можете приложить к этому конверты, вот это все взять. Конверты, вот эта пачка конвертов, ну она даже уже распечатанная, здесь 50 конвертов. Вот эти 50 конвертов, здесь, ну здесь не 50, я уже достал отсюда часть, стоит 2 евро 70 центов. Вот таких 2 евро за 5 евро, вы можете, за 6 евро вы можете купить 2 вот таких. Распечатать вот эти 100 листов, даже если сделать там, да, если это даже будет стоить там 20 центов один, это тоже там 20 евро. Ну, 20-30 евро вы можете и просто раздать всем своим знакомым, друзьям, однокурсникам, коллегам по работе. И пока мы это не сделаем, мы дальше двигаться не будем, потому что это наше развитие, наша защита наших прав в наших руках. Когда мы научимся, один раз напишем это письмо, оно уже составлено, вам даже ничего придумать не надо. После того, как мы напишем это письмо, и поставить, и отправите, все, вы научились обращаться за помощью. И уровень наш чеченцев вырастает. И моя задача поднять наш правовой юридический уровень. Не только, и это независимо, буду я на этой земле или не буду, вы все равно должны защищать свои права. Это так устроен этот мир, в котором мы живем. Это их цивилизация, европейская цивилизация, она так устроена. Вы должны делать то же самое, развиваться вот в таком направлении. Только так мы можем добиться каких-то результатов. Если есть вопросы, пишите. Давайте я тогда почитаю ваши вопросы и перейдем дальше. Так, давайте посмотрим, что вы говорите. Так, Мила Йович, сейчас есть методы, которые надо убивать, но сделай свое дело, информационный век. Так. Ватники, вирус. Аслан, вы думаете подавать в США, я точно не знаю, в Конгресс и так далее, за убийство сегодня и раньше, геноцид, как украинцы добились за Голодомор. Также есть процедура, только надо обращаться и организованно. Да, мы к этому придем. Это первый уровень, к которому мы должны прийти. Мы объявляем, правительство это будет, я это буду, любой кто-то из нас. В Дижоне произошли события, какое-нибудь любое событие произошло. Появляется чеченец, человек, который мы же всегда оказываем помощь, мы же граждане одной страны, Чеченской Республики Ичкерия, и обращаемся и говорим: господа, вот письмо, пожалуйста, я его сейчас выкладываю, подпишите, отправьте. И мы это должны делать, как будто нам говорят: пойдем драться. Вот драться мы идем, сразу пойдем драться, и все, идут драться. Чтобы не сказали, что ты испугался. Вот если кто не напишет, надо сделать так. Что не пишет, тот трус надо обозвать того. И вот может тогда начнут делать. Хотя это очень громко, и я не сторонник этого. Кстати говоря, вот
здесь есть мой e-mail. Вы можете его оставить, если вы не хотите, чтобы свой писать. Можете его просто ручкой зачеркнуть и написать свой. Все, больше ничего не требуется. Вам на e-mail придет ответ, если они захотят отправить вам e-mail, допустим, ответ. Когда мы научимся так защищать свои права, когда мы говорим, все, нужно писать письма, как обращение, все, молниеносно все заполнили. Один от жены, например, муж с женой вместе проживает, и несовершеннолетние дети. Они могут одно письмо вдвоем подписать. Два им подписывать нет необходимости. Совершеннолетние дети тоже могут самое написать там 18 лет, 20 лет есть ребенку. Взял, он тоже написал фамилию и поставил подпись. Внизу, где ставит там тот, кто заполнял письмо, здесь могут там 2, 3, 5 человек поставить, написать от руки, ручкой свою фамилию, свое имя. Когда мы научимся это делать, мы перейдем вот как раз то, что говорите вы, ватник вирус. То, чтобы добиваться более существенных вещей. Мы сможем добиваться, они обязаны отвечать. Это механизм. Такой механизм воздействия на власть. Когда власть делает то, что говорит народ. Потому что демократия, демократос, демо, власть, кратос, народ. Народа власти, вернее, наоборот, народ и власть. Народа власти. И здесь на самом деле, не понарошку, не все идеально там, и так далее, мы все это прекрасно знаем, но это все работает. И мы должны этот механизм использовать для себя правовым путем. И только вместе мы это можем сделать. Да, я могу свои права защитить, выйти. Там, отдельно другой может защитить. Но когда касается это всех, не все умеют это делать, не все знают, как это делать. Вот мы, во-первых, научимся, а во-вторых, пока они учатся, мы защищаем их права тоже. И когда мы уже научимся просто по одному зову не собираться вместе там, с битами, там, с ножами, еще для чего-то, да, хотя мы так не собираемся уже, так, уже потихонечку уже понимаем, что, да, как себя надо вести. Только там, когда провокации какие-то происходят, нас так собирают. Когда мы так научимся, мы перейдем на новый уровень. С нами уже начнут считаться. И вот мы должны это делать. И это ваш еще личный ключик, вам личный урок. Для того, чтобы как добиваться по своим личным делам. Квартиру вам не дают. Где-то там еще у вас проблемы возникли. Со страховкой у вас проблемы возникли. Вы пишите своему депутату. Вы имеете право. Где-то вас администрация ущемила. Где-то у вас там с детьми какие-то у вас проблемы там, да, на государственном уровне там возникли. Вы пишете своему депутату, приходите, и он объективно разбирается. Поругались вы с кем-то, там вас уже не любят, в каком-нибудь там джоб-центре. Ну, не могут вас терпеть, потому что там, может, какие-нибудь хамы сидят, вы себя, может, по-хамски повели. Ну, вот испортились отношения. Что делать? Пишите своему депутату, и депутат вам отвечает, что мы могли бы сделать для вас. Конечно, нужно это грамотно написать, но если мы начнем потихоньку учиться, мы в конце концов придем к тому, что мы станем в правовом смысле грамотными людьми. Здесь в правовом государстве это как воздух необходимо. Так, Мила Йович, а сейчас есть методы, которые не надо убивать, но сделать свое дело информационный век. Мила Йович, чем будет больше заявлено, тем лучше, верно? Так. Дмитрий Иванов, добрый вечер, Аслан. А из-за чего у вас разногласия? Вы же вроде по одну сторону баррикад. Нет, не вроде. Никакой особенный. Есть кто занимается в правовом поле, есть такие, как мы, торпеды. Мы слушаемся правовых, скажут казнить сразу на месте. Опять 25. 21 век. С ником 21 век. Так, Асколи. Но ты правильно говоришь, когда скажут, да, вот посчитали правильно, вот в таком случае, да, но пока нет необходимости. Все скажем, не волнуйтесь. Асколи, Аслан, брат, береги себя, будь осторожен. Самое опасное — это внутренний враг. Да, есть такое. Есть такое. Так.
Так. Как найти? И после этого кто-то еще может сказать, что Аслан ГБшный шпион, это смешно. Как найти? То, что я сейчас рассказываю, то, что я там людям доношу, пытаюсь донести, это самое болезненное для них. Им нужно, чтобы мы там дрались, кричали, там, еще как-то там, ну, там, им нужно все, что угодно, но только не правовым методом. Понимаете? Так. Freedom Че. А как узнать адрес депутата? Во-первых, адрес депутата у меня здесь уже записан. Freedom Че. Смотри, здесь наверху у меня есть. Это все есть у меня на моем канале в разделе сообщества. Есть вот это Бундестаг бюро, Мануэль Сарацин, Плац де Републик 1, 110, 11 Берлин. Это индекс. Это раз, если, конечно, ты в Германии. Кроме Сарацина есть и другие депутаты. Вы можете любого другого депутата написать его имя и отправить. Адрес вы можете, конечно, узнать в интернете. Также вы можете узнать у меня на канале, на разделе сообщества, есть на французском, бельгийский парламент, французский парламент, английский парламент, американский парламент на английском языке, французский в Бельгию тоже. И то же самое в Германии. Поэтому вся информация имеется. Если возникают какие-то вопросы, когда ты в первый раз пишешь, когда это на незнакомом языке, когда ты плохо, не то что даже понимаешь, даже читаешь, когда очень плохо, то, конечно, это раздражает, не очень понятно. Для этого обращайтесь, пишите, спрашивайте, но делайте это сами. Вы должны разобраться, понять, распечатать это с моего канала, взять эту информацию и отправляйте. Это нужно вам для того, чтобы не депортировали, нам всем, чтобы наши права здесь защищали, и для того, чтобы впредь этого не повторялось. И четвертое, чтобы мы стали более грамотными. Потому что один раз, два раза, допустим, вы напишите, все, вы уже знаете, как это делать. Один раз уже вы это знаете, как это делать. Ничего сложного в этом нет. Все гениальное просто. Так, я немного перемотаю. Freedom Че в Австрии. В Австрии я не могу тебе сказать, Freedom Че, надо посмотреть. Я сейчас не могу сказать. Просто забей парламент Австрии. На русском языке парламент Австрии. И ты увидишь адрес их. Там выберешь депутата, который тебе на слуху какой-нибудь там, какой тебе нравится. Желательно, чтобы он был не пророссийский, там, не пропутинский, проплаченный чувак. Так, 21 век. Мы поддерживаем правительство. Я говорю, если нападут, мы будем биться. Понятно, нападать не буду и не дадут. Да, не Бог. Конечно, если на нас нападут, то, конечно же, мы имеем право защищаться. Это наше законное право. И никто этого права нас не лишает, и никто не может нас его лишить. Конечно, если на нас нападают, я, как правозащитник, вам заявляю, что если на меня нападут, я применю все методы для того, чтобы сохранить не только жизнь и здоровье себя и своих близких и родных, но даже ради своей чести. Я сделаю все возможное, чтобы это предотвратить. Поэтому не советую никому на нас нападать. Reality French English. Для тех, которые боятся, знаете, что депутат по закону придерживается к договору о конфиденциальности. Никто ничего не узнает. Абсолютно об этом и речь. Абсолютно точно. Никто не имеет права разглашать. Никто. Это когда у вас переводчик переводит, и он может быть ненадежным, и произойдет утечка. Так что вот такие вот. Так, давайте дальше. Так, давайте эту тему мы сейчас закроем. И я хотел бы показать вам, у нас времени уже немного, я хотел бы показать очень интересную тему, короче говоря. Смотрите, есть такой Игорь Стрелков по кличке Гиркин. Игорь Гиркин по кличке Стрелков. Он русский фашист.
ярый такой фашист. И он говорит, что мы завоевали за народ, там какие-то там, такой русский националист он. Ну, короче, если его послушать, что он без русских жить не может. Так вот, он за русских готов умереть. И вот я смотрел его, я иногда его подглядываю, смотрю. Ну, это террорист, сейчас его судят в Гааге за сбитый Боинг, в Нидерландах, за сбитый Боинг, малазийский Боинг, который сбили русские террористы над небом Украины. И вот один момент мне очень интересно понравился. Ему ведущий, вот этот Караулов, по-моему, задает вопрос, сколько вас человек вошло в Украину и как вы там начали вот всю эту войну. И у него он запамятовал, сколько человек с ним вошло туда. И тут возникает такой вопрос, он говорит, нас было или 52, или 54, он говорит, ну, забылся человек. И очень интересный момент, когда он вспоминает о людях по автоматам. Ему выдали оружие. За эти оружия, за эти автоматы он несет ответственность. И это русский националист, который готов за русских убить половину русских и половину там остального мира, или весь остальной мир. Забыл, сколько с ним было человек, но прекрасно помнит, сколько было ему выдано автоматов. Моя логика, если я тоже считаю себя защитником своих граждан Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей, моя логика была бы такая, сколько было бы людей, неважно сколько у меня автоматов, сколько у меня было бы людей. Так вот, посмотрите, одну минутку, он вспоминает, сколько их было по автоматам. У него было 60 автоматов, 4 или 6 у него оставались запасными и так далее. Минутку просто, это недолго. Проводится 52 человека ваши? То ли 52, то ли 54, уже разночтение пошло. У нас все-таки 54, потому что было 64 автомата, 10 было запасных, соответственно, было 54. Вы пошли защищать кого? Все, больше этого мерзавца я вам не показываю. Просто, чтобы вам было понятно, кто такой Гиркин. Это террорист, этот убийца. Этот человек воевал в моей стране и убивал моих граждан. И этот человек, конечно же, если доживет до суда, мы его тоже пригласим в Международный уголовный суд Гааги. Вот все, что вам нужно знать о русском националисте. Ярым, который с оружием в руках готов убивать и убивал, лично расстреливал, да, людей. Вот такая вот история. И еще очень важный момент, очень важный момент. Я, извините, быстро это говорю, потому что время хочу уложиться. Но это нужно сейчас все услышать. Смотрите, есть такой генерал Гудков. Он называет себя в отставке. Конечно же, в отставке я ему ни капельки не верю. Этот человек занимался в советское время инакомыслящими. Сейчас, как специалист по инакомыслящим, он как бы выступает оппозицию Путину. Сейчас он находится за границей, потому что, ну как бы нормально, сразу мы задаем вопрос, если он находится в России, почему его еще не убили, говорят. Да? Всегда мы такой вопрос говорим, это логично, потому что всех убивают. А этих не убивают, Навального не убивают, там других, третьих. И Гудкова тоже долго не убивали, его сыночка тоже не убивают. Но сейчас он уехал куда-то в Румынию или куда-то туда, где-то он живет в этой стране, как бы, и как бы сейчас рассказывает правду. И его иногда заносит, ему нужно рассказать правду, чтобы ему поверили, чтобы прониклись доверием. Его Сотник себе приглашает, там Ньюсейдер, там другие, третьи, там разные приглашают его а-ля независимые. И вот смотрите, мы говорим, когда убили Хангашвили, одно из наших требований было признать персоной нон-грата Нечаева, Сергея Нечаева, посла России в Германии. Когда убили Умарова, Мамихана, мы то же самое сказали. Посла в Австрии, российского посла в Австрии тоже признать персоной, так как мы знаем, как работает этот механизм. Мы знаем, что посольство в тот день, когда убивали и Хангашвили, и Мамихана Умарова, все посольство стояло на ушах. С утра до вечера
идет подготовка, все в курсе, потому что большинство, ну, не знают, что будет убийство конкретно, да, но знают, что нужно что-то какая-то идет операция, посвященные люди знают, и они всегда на месте, все на работе, такая полная боевая готовность, так называемая. И вот Гудков нам рассказывает, что какая-нибудь там встреча со своим агентом, шпионом, когда происходит, просто встреча, передача какой-нибудь информации, просто какая-нибудь там встреча, то в это время просто проводится огромная работа. И вот подтверждение моим словам я вам хочу показать, как он тут рассказывает все свои секреты. Это очень интересно. Послушайте, что он говорит. И у них разведка помещается в таком здании, но чуть больше моей дачи. Вся разведка. Ну, это он про Чехию сейчас говорит. Надо понимать, что малые страны, вот а Чехия, безусловно, малая страна. Да, я не хочу умалять значение Чехии, как там свободной, демократической страны европейского сообщества и так далее. Надо понимать, что разведка очень дорогостоящее дело. И содержать разведку полноценную могут позволить себе только великие державы, большие, богатые. Что такое операции по связи, на которую идет агент с разведчиком к той или иной страны? Да все посольство, вся резидентура в этот день на ушах. Внимание. Проверочный маршрут 6 часов. Вот у нас был. Просто встреча. Просто встреча. 6 часов разведчик, который должен выйти на связь с агентом, должен проверяться, смотреть и так далее, проходить контрольные точки, работают радиоперехваты, работают другие службы. Все знают, что в этот момент идет важнейшая операция по связи, по получению вот этой вот информации о военно-техническом сотрудничестве, каком-то другом, каком-то оружии секретном, да чем угодно, о планах политических. На ушах стоит все посольство. Все посольство на ушах, внимание. Стоит. Там огромные силы при этом подтягиваются. Скажите мне, пожалуйста, какая разведка в Чехии, которая может работать, позволяет себе операции по связи на территории СССР? Когда мы работали, вот я работал, да, у нас работало всего 3 разведки мира, позволяли себе операции проводить на территории СССР. Это Соединенные Штаты Америки. Ну, перейдем дальше. Вот я работаю в Коломенском отделе, там мои коллеги защищали эту тайну. Вот это теперь он рассказывает про дезинформацию, защита тайны. Например, да, здесь, например, недавно появилось письмо, здесь в России, здесь в Европе, где рассказывают, что нужно семью Мамихана убийцы Мамихана Умарова депортировать и собрать информацию. Например, здесь разные есть, которые нужно собирать информацию. Неизвестно кто говорит, давайте собирать информацию про кадыровцев, давайте собирать информацию про тех. И для этого, сейчас Гудков вам объяснит, для чего это делается. Во-первых, это такая операция прикрытия, чтобы выяснить, что знает население, о ком знает население, да, когда такой вброс делается. И вот это тоже очень важный момент, который вам нужно услышать. Как работают они для того, чтобы скрыть информацию и заодно узнать, о чем знает население, да, какие слухи есть среди населения. И они дополнительно к этому запускают новые слухи, которые полностью искажают картину правды. Просто послушайте, это для того, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело, и не велись на разные вот эти вбросы, которые происходят. Внимание! И мы там что проводили? Мы проводили про эти вопросы. Он рассказывает, что он в Коломне охранял какой-то секрет, строит, есть фабрика, которая там производит как детские игрушки, что-то такое. И в это время там, в этом заводе производится ракета, какая-то секретная ракета производится. И вот Гудков занимался охраной секрета, чтобы информация не вышла. И чтобы вот этот слух не разошелся. Как они работают. И просто чтобы вы понимали, о чем речь, я вам просто объясняю. Вот чуть-чуть я назад перемотаю. Во-первых, проверяли, что знает окружающее население о разработках. Вот тот же Искандер, да, это вот я просто вам, на слуху. Искандер в Коломне разрабатывался. Вот я работаю в Коломенском отделе, там мои коллеги защищали эту тайну. И мы там что проводили? Мы проводили про эти вопросы населения. А что население знает об этом предприятии? А знает оно, что выпускает там пластиковые игрушки или ракеты? Или разрабатывает? Или испытывает?
И вот мы смотрели, часть населения что-то знала, часть не знала. Тогда мы запускали ДЭЗ. Там все закрылось, перешли там, грубо говоря, на пластмассовые игрушки или там какие-нибудь презервативы особой, так сказать, мощности. Вот. Ну, условно говоря, то есть запускали дезинформацию, специально делали какую-то якобы утечку, специально там делали так, чтобы там какая-то утекала информация нужная нам, которая там вводила сумятицу. Вот. Вводила сумятицу. Комплекс целое мероприятие. Там... Вы обратили внимание, по WhatsApp начинают гулять какие-нибудь сообщения, что вот сейчас вот это что-то произойдет. Вот сейчас буквально на днях мне уже 20 человек прислали это сообщение. Какая-то женщина рассказывает, что сейчас будет какая-то там революция, там еще что-то. И так систематически такое происходит. И именно об этом он говорит, это операция прикрытия, информационное прикрытие. Нас дурят, нас обманывают. И заодно держат всегда в тонусе. Всегда мы не знаем, где правда, где ложь. Просто в таком, не дают нам четкую почву правды. Это чисто, это дьявольщина. Самая настоящая ложь, дьявольщина. И как ФСБ, КГБ, никто это не умеет делать. Если вы, ребята, не умеете хранить гостайну, так вас судить надо, вас арестовывать надо, вас отстранять от деятельности, вас, так сказать, сажать в тюрьму. Ну, в принципе, там много он еще чего рассказывает, но нам это уже не интересно. И сейчас уже время у нас уже истекает. Давайте тогда я вам на этом, в принципе, уже можно заканчивать. И я вам хочу одну очень интересную вещь рассказать. Мы только что в начале своего эфира рассказывали про взрывы домов, когда нас обвинили в взрывах этих домов и напали на нас. Так вот, это не первый случай, когда русские так поступают. То же самое произошло 26 ноября 1939 года, когда правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который по заявлению советской стороны был совершен с финляндской территории. Ответственность за начало военных действий советской стороны была полностью возложена на Финляндию. Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключен из Лиги наций. Россию давно надо исключить из ООН, но не об этом речь. Они обстреляли свою страну, свою территорию пушками и сказали, что это сделали финны. То же самое они сказали, взорвав, это тоже обстрел, да, это тоже взрывы и убийство своих людей. Они взорвали свои дома и напали на нас. И тогда сокрушительный урон они понесли тогда. Со стороны финнов было около 200, даже меньше тысяч было людей, вообще мобилизовали все добровольцы и так далее. 30 танков, 30, не 300, не 30 тысяч, 30 танков и с большим преувеличением там около 100 самолетов. Со стороны советской стороны более полумиллиона человек, 2876 орудий, наверное, больше было, более 3000 танков или около 3000 танков, 2500 самолетов. Это вот такое боестолкновение. И они понесли сокрушительное поражение. Сокрушительное. Потери русских составили 126 тысяч, со слов Википедии. И пропало без вести около 40 тысяч. Санитарных потерь 264 тысячи. Грубо говоря, Советский Союз потерял около полумиллиона человек. Полумиллиона. И на этой прекрасной ноте, поставив вам отличную песню финнов, которые ответили русским на это вторжение. Финны тогда потеряли часть своей территории, но смогли отстоять суверенитет, отстоять часть своей страны, все-таки смогли. Часть территории, сейчас, которая принадлежит, там, присоединена к Ленинградской области, Карелии, было потеряно финнами. Но они сохранили. И на музыкальной ноте я хочу с вами попрощаться. Всего самого хорошего. Послушайте финскую песню, которую поют
в том числе обращаясь к русским. Всего самого хорошего, все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Finlandia, Mannerheimin linjal oli vastus ankara. Kun Karjalassa alkoi hirmutulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso George Smith, Juhna aikoo käydä meitä Kraivelistakin. Ai niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Uralintaan, siellä on Molotovin torpammaa. Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit, politrukit, komissaarit ja Petruskoijarit. Ai niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.